Доброе утро, Катя, доброе утро, Дима, доброе утро, дорогие телезрители. Я сейчас нахожусь у гаражного блока НВК «Саха», откуда через час отправится автоколонна, которая будет держать путь до Сахалина. Напомню, что детские спортивные игры «Дети Азии» по зимним видам спорта стартуют там 8 февраля. И наша телекомпания будет транслировать все спортивные соревнования. А для такого крупного события, конечно же, потребуется передвижная телевизионная станция. Сокращенно мы ее называем ПТВС. Это огромная машина, настоящий студийный комплекс, который позволяет транслировать в прямом эфире различные события. Доброе утро, Алексей. Скажите, пожалуйста, сколько водителей сегодня отправится в дальний путь? Сегодня отправится 5 водителей, с ними 2 техника и я как руководитель колонны. В какой машине вы поедете сами? Я сам поеду в Хайсе. Ну, это вот микроавтобус? Да, микроавтобус. Ага. А сколько времени займет дорога? Предположительно 6-7 дней. Угу. Какая дорога сейчас, в каком состоянии? Вы знаете, нет? Дорога в хорошем состоянии. Я сам в начале января ездил в ту сторону. Ну, путь, дорога до Сахалина предполагает еще также и переправу на пароме. Не боитесь плыть морем? Есть определенный страх. А вдруг там шторм, плохая погода? Вообще не узнавали, какие там сейчас климатические условия? По телефону переговаривал, но насчет шторма ничего не говорили. Потому что я слышала, что если будет шторм, то возможно задержка переправы вплоть до нескольких недель же. Да, нас предупреждали, они сказали, что с запасом двое суток нужно. Раньше вы ездили так далеко на машине? Это ваш первый опыт, да? Да. Что ж, огромное спасибо вам. И, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Спасибо. А о самой работе передвижной телевизионной станции нам более подробно расскажет Андрей Крумин, заместитель директора технической дирекции НВК «Саха». Андрей Викторович, доброе утро. По большому счету мы едем помогать нашим коллегам с Южно-Сахалинска, с областного телевидения. Их там всего, вся компания 46 человек, и поэтому они, естественно, с таким заданием, с большим справиться не смогут. Я имею в виду организация международной картинки для телеканала Матч ТВ, ну и для Сахалинской области. Сахалинская область, она в принципе очень спортивная, там зимние виды спорта очень развиты, поэтому они нас пригласили, мы будем заниматься. Вот есть наша передвижная станция, 8 камер здесь будет стационарных, и там еще будет GoPro, там будет еще летать камера будет, скорее всего, еще какие-то будут подключения. У нас будет еще вот ПТС 8-камерная, скорее всего, тоже с какими-то GoPro камерами на фигурном катании, на хоккее, там еще другие виды спорта, которые в помещениях. И мы же будем обслуживать практически новую передвижную станцию наших сахалинских коллег, потому что у них практически людей не хватает, они сейчас будут тоже работать в усиленном таком режиме, то есть практически это наши специалисты, наши техники будут обслуживать и эту. Мы будем обслуживать и эту станцию. Мы должны будем доставлять до аппаратной Сахалинской, до Сахалинской аппаратной 3 сигнала одновременно разными каналами связи. У них, к сожалению, оптики нету. Вот мы все-таки 6 игр провели, и за это время мы там как-то нарастили возможности. Они вот только начинают, и поэтому у них еще там не все возможности есть, которые бы хотелось, поэтому там с коммуникациями сложнее все это дело. Поэтому мы там будем доставлять одновременно 3 сигнала. Этим тоже мы будем заниматься, скорее всего. Мы будем доставлять 3 сигнала, они будут монтироваться, некоторые будут сразу подниматься на спутник, и этот спутник практически будет виден на всей территории от Урала и до Камчатки. Поэтому, в принципе, этот сигнал мы собираемся, там, может быть, Хабаровск, может быть, Красноярский край, может быть, еще кто-то там, японцы, корейцы, но мы говорим про себя. Сейчас наша компания НВК «Саха» собирается этот сигнал подбирать и выдавать в записи или в прямой трансляции эти сигналы на нашу республику. На каналах в большей степени, насколько я понимаю, НВК «Саха», Якутия-24, по-моему, тоже собирается показывать, и хоккей, там и еще что-то, ну и, наверное, еще и Мамонт будет. Кроме того, мы будем готовить ежедневные дневники для телеканала Матч ТВ. Мы будем готовить ежедневные дневники для себя, для НВК «Саха».
Ну и, в принципе, мы там еще собираемся поставить, ставим не мы, наши тоже коллеги из Южно-Сахалинска, создают студию, там мы тоже будем работать. Они будут работать, и мы будем, наши корреспонденты будут работать, по-моему, вы там будете работать. Поэтому, на самом деле, вот это тоже будут отдельные ежедневные практически эфиры, серьезные на Сахалин. Что ж, буквально через час автоколонна НВК «Саха» отправится в дальний путь. Отправится она сегодня и доберется до пункта назначения примерно через неделю, то есть к следующему четвергу. Ваш покорный слуга, то есть я, тоже будет работать на Сахалине, и отправлюсь я туда 5 февраля. Так что увидимся на спортивных играх «Дети Азии» по зимним видам спорта на Сахалине. Катя, Дима, вам слово.